Производители гранул в Аракляне работают вовсю, но спрос больше, чем возможности. Предприятие «Латгалас Гранулас» сейчас получает около 200 звонков в день с просьбами о покупке гранул. Cik mēs saražojam? Teiksim, 3 tonnas stundā plus mīnus. Diennaktī 55 varbūt tonnas. Varbūt 60 kādreiz. Ražot jau mēs ražojam visu laiku, bet neskatoties uz to, šādu pieprasījumu īsti nodrošināt nevaram. В основном у предприятия договоры о доставке самоуправлениями и различными учреждениями. Частным лицам остается свободный объем гранул. И если в начале года на складе были запасы, то сейчас их нет. Piegādes veicam, bet paņemt kaut kādus apjomus klāt jau ir problemātiski. Atsakām tirgotājiem, vairumpircējiem, bet privātajiem cenšamies neatteikt patērētājiem nevienam. Дефицит гранул и брикетов наблюдается и в магазинах. Например, в Резекне в опрошенных магазинах их либо нет совсем, либо в ограниченном количестве. Vai jums ir briketes? Nē, pašlaik nav. Nav zināms arī, kad būs. Nē, nezinām, diemžēl. Jums granulas veikalā ir? Один gaidām pievedumu, varbūt atvedīs. Латвийская ассоциация производителей биомассы отмечает, что пик спроса на гранулы был вызван не только холодной зимой, но и ажиотажем. Это привело к ситуации, когда не только магазины, но и производители устанавливают лимиты на закупку, чтобы хватило всем. Tas ir tonna, 2 tonnas, kā nu kurš ražotājs atkarībā pēc pieejamības, lai ar domu, lai neatbrauc kāds un nenopērk tās dienas visu apjomu, tad lai vairāk cilvēkiem tiktu. Ассоциация отмечает, топлива достаточно для всех, но в ответ на внезапную волну спроса его невозможно производить так быстро. Labā ziņa no pārtikas ražotājiem, ka izdevās pārbīdīt kaut kādus eksporta līgumus tālāk pavasarī iekšā no februāra. Tas nozīmē, ka kaut kādu papildus apjomu varēs iedot vietējiem tirgum. Вырос не только спрос на гранулы и брикеты, но и цена. Покупка твердого топлива сейчас означает, что вам придется раскошелиться. Tāds būtisks lūgums būtu cilvēkiem necensties nopirkt tagad ilgam laika periodam uz priekšu. Skaidrs, ka tas būs dārgāk, vairāk galvasāpes ar visu šo procesu. Vasarā vidēji kaut kāda 220 eiro tonnā bija, tad tagad varētu būt kaut kāda 250. Также стоит быть внимательным. Активизировались мошенники, которые предлагают доставку твердого топлива по предоплате без нескольких дней ожидания, а потом пропадают. Эмилия Гаспарян, ЛСМ в сотрудничестве с Латгальским региональным телевидением.